Все, доброе утро. Точнее день, и уже 12 часов дня. Я что-то долго спал сегодня. С утра вставать не хотелось. С утра вообще дубак был. Я под утро замерз. Лежал. Погода хорошая, вон не облачко даже. Ни облачка нет. Но холодно. И ветер еще встречный пошел. О, здорово! Здорово! Ха. Как? Вот так! Вот так! Молодцы! Ой! А, это твое? О, классно. Ен! Оу. Шитасочки! Угу. Ен! Это? Да не Ой. надо. Ен! А, это хорошая вещь. Ну ладно, я поеду. Давай, Давай! поляна. Давай! Высота, кстати, уже 2000 метров доходит. 1950 метров сейчас. Дорога сегодня что-то не идет уже. Усталость чутка накопилась, еще в гору. И ветер все встречный идет, холодный сверху идет, спускается вниз. Сейчас еще покушать. Надо будет гречку варить, потому что населенных пунктов ближайших далеко еще до ближайших населенных пунктов. Ох, поел вообще хорошо. Живот набил гречкой любимой. Солнышко еще так чутка пригрело, но воздух все равно холодный. Ветра бы не было бы, тепло было бы. А то ветер задувает холодным воздухом. Прохладно становится.
Малыши, козлята. Что они все отдельно гуляют, взрослые, малыши. Такие смешные. Они еще по горам, наверное, скакать так не могут пока. Те взрослые вон там на горе гуляют. А эти еще, не дай бог, поскользнется, упадет. И вот на лужайке здесь гуляют. Все, вроде место нашел. Только у меня что, сил палатку ставить нет даже. Такой резкий перепад высоты. Сейчас где-то 2200, 2300 почти высота. Очень резкий набор. Ой. Да и денек разгрузочный надо сделать. Я уже сколько без отдыха. Самого Урумчи. Ну, я там стопом хоть ехал, но помимо стопа еще на велике ехал. Вот думаю, сейчас вот этот еду на перевальчик, и я хочу где-нибудь зависнуть, поставить палатку, но здесь холодно, здесь вон уже еще снег лежит на этой высоте, не так комфортно, чуть-чуть бы потеплее, можно и в палатке зависать. Я уже вот так минут 20 стою, наверное, на велик смотрю, вообще зависаю. Но вот что тишина, это я такого нигде не видел. Вообще машин, трафик очень слабый. Раз в час, наверное, кто-то проезжает, и все. Это очень здорово. Вовремя я, конечно, приобрел коврик со спальником. Вот толщина у него 8 сантиметров. Он спасает меня хорошо. Холод снизу не дует. Если бы я был... Не знаю, как с тем, с который этот... Как он? Фольгированный, как он называется там. В общем, без коврика было бы тяжело. Спальник, конечно, уже под утро не держит, когда там минус 5, там ниже минус 5, наверное, до 10 градусов точно доходит. Ну все, спать, отдыхать. Даже ветер перестал гулять. Всего доброе утро. Ух, дубак, а. Сейчас 7 утра. Выспался конкретно. Уже за сколько дней? За 2 дня, наверное. Нормально. Ох, на солнышко, на солнышко. Ох. Не сильно греет, конечно, но лучше. Да, такого холодного мая у меня, конечно, еще не было. В прошлом году был холодный. Но таких морозов не было, как сейчас.
Сейчас вообще ночью до минус 10 примерно опускался. Речка вон даже местами замерзла. Кайфово вообще, тишина, такие виды. Я что, не сразу-то заметил, тут электричества-то даже нет. Столбов нет. А вот эту дорогу построили где-то в 13-м году, в 11-м, 13-м. Там таблички были. До этого была какая-то плохая, видимо. Тоже асфальт, вот видно, там старый асфальт лежит местами. Убранный. Куча лежат его. Солнышко вышло, хорошо стало. Потеплее. Радость-то сколько. Ощущение, как будто я где-то на Северном Урале, не на Алтае вовсе. Хотя я не был на Северном Урале, но мне так приблизительно по тем широтам. Как главное не провалиться здесь. Снега-то нормально здесь выпадает, вон. Толщина льда какая.
Высота 2450. Растительности уже почти нет, одни камни. О, КамАЗы проехали, прям по ушам так этот звук долбит. Привык к тишине и прям раздражает так вот звук машины. На нервы действует. Фу, еще навоняли. И вот здесь по дороге периодичностью где-то на 5 километров вот юрты стоят. Скотоводческие литовки. О, сейчас маленькая деревушка будет. Надо будет заправиться там. Покушать, попить. Воду из речки я тут не хочу пить. Тут просто скотины много гуляет. Не самые ее истоки, как-то все равно не хочется. А ручьев не могу найти вот с этих холмов. Нет. Тут, кстати, ледник недалеко должен быть какой-то, судя по карте, по китайской. Вон заехал. Селение тут. Малыши лежат. Телята. На солнышке греются. Такие хорошие. Дай тебя поглажу. Не бойся. Не бойся, не бойся, малыш. Дайте. Все, я в юрте, короче. Жарко здесь вообще. Сейчас вон суп готовят тут. Ни бузов, ничего нет. Типа шурке, короче. Не, вон свет. Вот здесь. Да. Ну что, вон. Накрыли нам. Кушаем. А как называется блюдо это? Как называется? Цун? А, цун. О. Картошка здесь. С мясом. Обалденно. Ох, все, поел, собрался сейчас. Поеду. До этого перевала чуть-чуть осталось. Немножко, еще километров 8-7. По карте посмотрел. Что-то жарко вообще так стало. Офигеть. Воздух стоит практически. Вообще дуновения даже, ветра нет. Редко-редко. Прям жарко так. Классно. Мне уже вот жарко в этих штанах. Куртка уже жарище. Но это все обманчиво. Сейчас стартану. Нормально станет.
Сейчас, кстати, мужики-то, с которыми обедал я, поехали, говорит, с нами на КамАЗе. Они до Ховда едут. До Ховда еще 200 километров. Я говорю, не, я сам, спасибо. Такой природой хочу я наслаждаться с велосипедом. Что на КамАЗе проехал? Это те, которые обогнали меня, кстати. Это они. Он меня встречает. Монгольский волкодавчик. Здорово! Ух ты, какой страшный! Какой страшный! Какой он страшный! Да не буду я твоих овечек трогать, не буду. Не буду я трогать овечек твоих. Молодец, защитник, молодец. И тишина. А вот, кстати, это монгольское захоронение. Вот так вот у них. Ну, курганчик даже какой-то целый. Из камней. И вот здесь кругом вот тоже камнем выложено. Ну это вообще какое-то старое видно. Старое захоронение. Такая тишина обалденная просто. Какой-нибудь найду подобие мыса счастья. Пониже спущусь только там, где потеплее будет. И найду какое-нибудь место тихо. И там залягу на пару дней. Продуктов возьму. Обязательно надо это сделать. Бисиклетик мой, бисиклетик. Поел, прям силы появились, вообще офигенно. О, Барбосина, иди. Иди, Барбосина. Иди. Не буду трогать твоих овечек. Вон твои овечки далеко, я до них не приду. Иди, домой. Иди, он тебя зовут. Иди, волчик. Иди, хороший мальчик, девочка. Хороший. Да, хороший. Вон перевал, хребетик вот этот. Там один виток и все, и вниз потом. Не знаю, сколько километров, правда. Ух, солнышко-то яркое какое. Вон волки черные еще. Муж с женой. Ух, тут градус большой. А у кого-то в стакане градус большой. У кого-то на дороге. Так и живем.
Высота 2750 метров. Еще чуть-чуть до перевала осталось. Еще километр с лишним. Да, ну зараза. Чуть-чуть, еще чуть-чуть. Вот прикол. Здесь были осадки в виде асфальта, смотрите. Вот что только в Монголии не бывает. Видите, чудеса какие. Асфальт падает сверху. Где-то асфальта вообще нет, а где-то он с неба падает. Поэтому дороги вон какие шикарные просто. Вот, собственно, и перевал. Обалдеть, какая красота. А там уже холмы такие зелененькие. Зелени поболее будет. Ух, сейчас спуск какой. Все, поехали вниз.
заметил. Монголы, ну, это нормально. Мусора вообще немного, да, лежит, потому что людей нет. Но если он валяется, то в основном это пузыри из-под водки. Процентов, наверное, 80 это пузыри, их очень много лежит. Нельзя так. Поэтому монгольские девчонки такие активные, потому что мужики бухают. А тут бак иностранец приехал, такие сразу активные такие, включается активный режим. Спустился до 2300, заметно теплее уже, 500 метров нет, прям теплые пласты воздуха такие. Сейчас здесь каменные долины пошли. Уже ни одной юрты нет. Вообще как на Марсе. Ветер только встречный. Самбайна. Он с бинокля пасет. Без бинокля, конечно, тяжело на таких просторах. Овцы куда-нибудь ушли. И с камнями спутаешь, а не отличишь издалека. Окей.
него надо будет. Вот сейчас этот перевал был, сейчас спустился я. Получается, я пересек южную конечность Алтая. Вот сейчас вот эта долина, вот этот хребетик, там за ним степи уже идут. То есть вот за этим хребетиком одиночным уже не Алтай. Там уже озера всякие идут. Монгольские просторы, в общем. Вот, и теперь я буду вдоль Алтая ехать километров 200, наверное. По правой стороне вот дорога там идет. Получается, справа вдоль Алтая пока. А потом я снова уже заеду, буду подниматься на Алтай, сами горы, и уже граница российской. Да, уже чуть-чуть там. Но как повезет, я спешить не хочу здесь. Я говорю, что здесь надо. И зависнуть там. А тут завестись, и чтобы вода тоже была. Хотя воды можно, мне в такие дни пройти. Мне воды много не надо. Ну а здесь что-то речками даже и не пахнет. Стоками не пахнет вообще. Это каменная одна эта долина. Сейчас, ну, вот, встретил старых знакомых уже казахов, с которыми это в гостинице там познакомился, когда этот... Каждый танскандар отыру. Да. То есть тагишкен. Вот. Ой, я закрываю это. Вот догнали меня, сейчас на Хофт едут. Все, уехали. Догнали они меня из Китая. Вот тогда же на границе сидел, когда этих селитеров кушал, селитеров. Еще один перевальчик впереди небольшой. Вот сейчас все это поднимался, как спустился. Плавный подъем против ветра такой. Потом за ним должен быть спуск, по идее. Ну вот и перевал. Высота 2400. Сейчас будет спуск вниз в долину к озеру. Как раз успел хоть, сейчас буду спускаться. На этой высоте еще холодно ночами. Там-то спущусь. Где-то примерно 1500 метров там высота, посмотрел по графику. Там потеплее намного должно быть.
был, да, но сейчас опять еще один подъем. Надеюсь, заключительный, уже сил вообще нет. Сейчас 100 проехал. Уже тяжело идет. Таван, Овон, там по-чувашски Таван, родное. Но там ничего не будет сейчас. Типа закусочная показана, ремонт. Ничего не будет. Все, наконец-то перевал. Высота 2450. Все тут уже предупреждает. Снизь скорость. Анхар. Хавцал хурда сару. Не гони. В общем. Теперь спуск затяжной. Надо спускаться. Скоро здесь холодно будет. Там потеплее. Все, из ущелья вышел, уже простор, но еще спускаться и спускаться пока. Вон Алтай видно прям. Массив горный. Сейчас скоро откроется. Все, простор открылся. Тут уже заметно теплее, но еще не совсем.
Какая кайфовая дорога, а? Прекрасный асфальт. Закат. Луна. У меня еще печенька есть. Что еще можно пожелать? И еще спуск. Просто катишься. Ну все, так можно долго катиться. Короче, надо сруливать уже. Палатку ставить. Тут вам простор ставить не хочу. А то я замерз уже. Все, вроде место нашел. Что тут искать-то, конечно, тут ложись не хочу. Блин, я вообще кайфую от всего. Как оказывается кайфово жить, а? Когда луна вот так вот светит. Ну все, разложился, не видно, правда. Сегодня проехал 135 километров. Вот я сегодня дал, конечно, с двумя перевалами, с учетом двух перевалов. 135. Вот что значит длинный световой день. Можно много успевать, даже днем можно еще отдыхать спокойно. Вот так. Все, теперь спать. Спать, отдыхать.